Дорогие друзья, ассаламу алейкум. Я вас попрошу, подойдите, пожалуйста, поближе. Мы не будем, наверное, затягивать. Солнце тоже поднялось высоко. Раньше начнем, раньше закончим. В народе говорят, чем раньше сядешь, тем быстрее выйдешь. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы приветствуем вас на торжественном мероприятии, посвященном чествованию нашего новоиспеченного чемпиона мира по греко-римской борьбе среди юниоров Баматова Денислама. Для проведения церемонии открытия я прошу подойти к микрофону Умаханова Камиля, Ражбудинова Хаджимурада, Авсаидова Сайфулу, Ахмедова Бахтияра и Гадисова Абдусалама. Подойдите, пожалуйста. Здесь, да, будет? Дорогие друзья, радостная весть пришла к нам из города Уфы, столицы Башкортостана, где проходил чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юниоров. Наш земляк, не побоюсь этого слова сказать, известный уже спортсмен Денислам Баматов завоевал золотую медаль и тем самым принес не только для селения Нижнего Казанища, не только для Буйнакского района, для всего Дагестана и России вот такой праздник. Давайте от души поаплодируем и поздравим нашего Денислама. Конечно, у нас Дагестан – это республика спортивная, республика борцовская, в первую очередь. И очень много ребят, практически каждый второй у нас занимается спортом. Но достичь высот удается только лишь немногим самым трудолюбивым, самым дисциплинированным, самым целеустремленным и самым талантливым из них. Я думаю, земля Дагестана не оскудеет на такие таланты, и мы еще очень много раз будем свидетелями того, как наши ребята, и в том числе и селение Нижнее Казанище, будут подниматься на самую высшую ступень пьедестала почета самых крупных международных соревнований. Ну а я, с вашего разрешения, приступаю к церемонии открытия и передаю микрофон для открытия нашего мероприятия главе муниципального образования селения Нижнее Казанище Камилю Умаханову. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, дорогие наши гости. В первую очередь хочу поблагодарить наших гостей за то, что они принимают вместе с нами сегодня участие в нашем праздничном мероприятии. И с позволения наших гостей я хотел бы обратиться к своему народу, своим сельчанам, народу местным. Аяулы қардаштар, көресіз, Денислам деген біздің инебіз, не қайдалы біздің юртымыздың, районымыздың, Дағыстанымыздың атын сау дүниеге айттырып келді. Biz şulay ulalarımızdan öktem olma tarıqpız, şulay ulalarımızını yağla bilme tarıqpız. Şu ulalar da bizinki, şulanın namusu da bizinki, geleceği da bizinki. Şu zat sayalga barımızda biri olup, şulay ulalardan öktem olup, şulay ulalarını götürüp, şularının gelecektagi işimizde görme tarıqpız. Denislam, kardeşlerim, kurdaşlarım, yuğların, dost kardeşlerim, yurtlar, barınızda dağı da bir kere kullayman ben sizin. Ha, yürekten. Her zamanla da bizge şulay yaxşı, sүйішлі işlerге қошалмаға да yolmağa da nasip etsin Allah. Sağ olun. Спасибо, коллеги. Слово предоставляется заместителю главы муниципального образования Буйнакский район Ражбудинову Хаджимураду Шарабутиновичу. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, уважаемые земляки, уважаемые гости. Я с удовольствием присоединяюсь к многочисленным поздравлениям в эти дни. Мы его встречали, нашего дорогого Денислама, и в аэропорту, мы его чествовали и в районной администрации. Ну, да, дошел черед и до Нижнего Казанища. С вашего позволения, я тоже, как и Умаханов Камиль, разрешите мне продолжить на родном языке. Аяулы yoldaşlar, kardeşler, kurdaşlar. Bugün biz ötesi pek şatpız. Bizim Atayurtumuz, Azerbaycan, ona şulay koçap olan Denислам çıkıp, ona şulay çempiyon mirada, ona şulay şoğar çempiyonlukta üstünlük bolğan. Ben o zamanlar aytkan edim, halde aytma söylemen. Bizim yurttan köp şulay dünyaya sağlay, dünyaya aytılıngan çempiyonlar, koçaplar, baletçiler, sportsmenler çıkkan. Şu an arasında lapta aytılganlarını aytsak, ona Salih Süleyman, biz soğar Mama Koçap dedik. Ona olimpiyski çempiyon, bizden Gırıyev'de oturgan Bahtiyar Ahmedov.
Kamau'da paredi. Koça barda bizim rayon Dağıstan bilegen. Bozigil Atayev. Qaysı birini aytama. Ana şolay köp sportmenler çıkkan. Din İslamına Bamat ona şonu artından buna yetişik geli. Onu yaxşılığı buna da şu biz yaş ölümüne barda aldığımızda ere turgan. Şondan alıp primer alıp ona şonu artından yetişir bizde. Bayrıqlar aytaman yaşlı. Şu telefonlarında koyup, internetlerinde koyup, ona şu kaydağı şu zatta tigilip durmayı şolağı. Papuruslarında, narkotiklerinde koyup, ona da şöyle sportman zanimatı etmeye tarık. Bayribab olsun, boks olsun, qaysı lüboy vid sporta, ona şolay qarqalasa sağlık bolagan. Ona şolay bolsa bizim abırımızda arta, yurtumuzni, bizim rayonumuzda arta, Dağıstan'da arta. Sizin bayrağınızdan ardından ben her yürekten yorama suyumen din İslam'a. Katlı sağlık, uzak ömür, nasip. Bir de şolay ben önce çempiyon olgamanın hep toxtamay, dağda şu trenirovkalarına kastetip, dağdan da bek olimpiyski çempiyon olmağa kastetmek edip. Dağda biz anayma suyumen, o zaman biz aeroportta kışına kadar köp var ya şonda, cılgalının arasında. Şonda treneri aytkan edi şonu. Ben pek kadar razı oldum ne zaten din İslam'a. Şu yanlış şu trenirovkalar zaten gelgende Hintçek zamanında şu söz vergeneydi. Ben şampiyon bir olacağım anne. İş şu ahırına çıktı değil. O seyalmen şu zaman ayttım. Şu zamandan beri sözün şöyle çıkamışsa da bugün de şundan söz alayım olimpiyski şampiyon oladı. Şolay söz verdiğim bir verime tarif ki. Şolay harekatlı köye tarif. Havalı bu. Спасибо, Гаджимурат Шарабутинович. На самом деле, селение Нижней Казанища является не только самым большим селом европейской части планеты, но и, наверное, одним из самых благополучных в том плане воспитания подрастающего поколения, воспитания их в духе нашего традиционного дагестанского гостеприимства. Я не зря об этом говорю, потому что посмотрите, как скромно стоит наш чемпион Денислам Баматов. Вот так и должны, наверное, наши молодые ребята стоять. На ковре они должны бороться как львы, а здесь, в родном селении, где очень много старших людей, уважаемых людей, конечно. Спасибо тебе, Денислам, спасибо. И ты являешься настоящим примером для вот этих молодых ребят, которые сегодня собрались здесь. И Гаджимурат Шарафутдинович напомнил нам спортивную славу селения Нижнего Казанища. Я еще напомню вам, что Казанищи своими победами прославляли такие великие мастера спорта, как олимпийский чемпион, единственный олимпийский чемпион в Дагестане в супертяжелой весовой категории, заслуженный мастер спорта России Бахтияр Ахмедов, ваш земляк, вот он среди нас. Где Бахтияр? Конечно, настоящей легендой спорта является и наш Бозигит Атаев, пятикратный чемпион мира по ушу санда, выходец из селения Нижнее Казанище. Хорошую лепту, спортивную лепту внесли и представители тэквондо селения Казанище, это Бозигит Закаряев и Джамал Абдулов. Давайте поаплодируем им тоже. В боксе хороших результатов добились братья Хангишиеву, тоже жители и уроженцы селения Нижнее Казанище. И совсем недавно на чемпионате мира по грэпплингу золотые медали завоевали нижнеказанищенцы Керим Бекеев и Авакар Тетакаев. Давайте поздравим их тоже. И сегодняшний праздник, который посвящен чествованию Денислама Баматова, в полной мере может разделять и его тренеры Османов Вали и Закаряев Камиль. Давайте им тоже поаплодируем. Дорогие друзья, я не зря эти имена перечислил, потому что среди нас сидят яркие представители спортивной жизни нашей республики, и не только нашей республики. Это на самом деле легенды спорта, и одному из них я сейчас хочу предоставить слово. Олимпийский чемпион 1980 года в Москве, заслуженный мастер спорта Советского Союза Сапиулла Атаович Авсаидов. И прежде чем он скажет, я хочу такую ремарку сделать. Я сам видел, как Сайпулла Атаович проводил мастер-классы здесь, в Казанище, в спортзале имени Бахтияра Ахмедова. И я был поражен, как и Сайпулла Атаович, и тот же вот Абдусалам Гатисов здесь с нами есть. Как они работали на ковре и с каким замиранием сердца следили за ними вот эти вот маленькие ребятишки, которые занимаются вольной борьбой. И не случайно сегодня в Казанище появился чемпион мира. Сайпулла Атаович, вам слово.
Спасибо большое. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мне сегодня очень приятно присутствовать здесь, когда зарождается новая, как говорится, звезда в спорте. Ну, прежде всего, хочу поздравить этой победой Денислама. Хочу поздравить его семью, всех односельчан, всех близких, родных. Дай Аллах, чтобы были только победы. В спорте, в науке, во всех сферах жизни ваши только чтобы были успехи. Да, на самом деле, как здесь было отмечено, селение очень знаменит многими спортсменами. Прежде всего, когда есть олимпийский чемпион, Бахтияр Ахмедов, это высшая награда, как говорится, в спорте. Есть к чему стремиться и Денисламу. Я думаю, что это первая ступенька и приятная очень, когда называется мир. Весь мир, да, уже ты можешь идти дальше. Дай Аллах, чемпион мира по взрослым, а там и рукой подать до Парижа Олимпийских игр. От души тебе желаю, чтобы ты там участвовал и стал чемпионом, обрадовал всех своих родных и близких. Всем вам, дорогие друзья, здоровья, успехов, чтобы ваши дети радовали вас своими успехами. Спасибо. Перед Олимпиадой в Пекине в 2007 году Бахтияр Ахмедов тоже выиграл юниорский чемпион мира, если я не ошибаюсь, да, Бахтияр? А потом была золотая олимпийская медаль. Сегодня наш Денислам выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров. И ровно через 3 года, иншаллах, если даст Всевышний, он нам принесет и золотую олимпийскую медаль. Ну, слово предоставим нашему старшему тренеру юниорской сборной России по вольной борьбе, заслуженному мастеру спорта по вольной борьбе Абдусаламу Гадисову. Вы все его хорошо знаете, Абдусалам Гадисов не раз приезжает к нам в село, проводит мастер-классы и от души болеет за успехи нижнеказаничницев на ковре. Спасибо. Ассаламу алейкум. Уважаемые друзья, братья, жители Буйнакского района, села Казанич. Это село мне уже как родное стало. Очень часто сюда приезжаю, делаю мастер-класс. Видим, как растут ребята, становятся сильнее, крепче. И тем приятнее и радостнее мне видеть то, что выходцы из этого села становятся чемпионами мира по молодежи. Это очень большой шаг для будущих побед. И хочу пожелать Денисламу не останавливаться на этом, чтобы это была дополнительная мотивация для его борьбы на взрослых соревнованиях. Хочу в первую очередь, наверное, поздравить отца. Здесь он рядом со мной сидит. Это в том числе его заслуга, потому что спортсмен, он 2 часа в зале бывает, а 22 часа он дома. И от того, как отец его мотивирует, мать, как семья работает на его успех, от этого очень многое зависит. Спасибо вам за такого сына, за чемпиона. Спасибо. Также хочу поздравить всех жителей Буйнакского района, выходцев из села Казанич, то, что сегодня есть такой парень, который стал чемпионом первенства мира. Я был там с командой и видел их, то, что там очень серьезная конкуренция была, и он показал очень красивую борьбу. Хочу пожелать тебе удачи, Ислам. Пусть Всевышний Аллах тебе поможет в этом нелегком деле. Спасибо всем. Дорогие друзья, давайте поприветствуем еще одного блестящего спортсмена, который пришел поздравить нашего Денислама. Это трехкратный обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса по вольной борьбе Залимхан Парангаев. Ассаламу алейкум. Всех поздравляю, на самом деле очень я тоже рад, горд, что вот такой наш брат стал чемпионом мира. Дай Аллах, чтобы он выиграл Олимпиаду тоже. Есть на кого равняться, есть нашим, как говорится, Дагестане, России, вот тем более выходец из Казаниша Бахтияр Ахмедов. Есть дорога уже, как говорится, поставленная. Дай Аллах, чтобы ты тоже по этой дороге дошел и стал олимпийским чемпионом. Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, всего самого хорошего.
Да, созвездие на самом деле. И не поймешь, что ярче светит, наши звезды или наше солнце. Друзья, очень много людей пришли поздравить Денислама и его тренеров, и спортклуб с этой победой. Я хочу предоставить слово одному из них, это тоже ваш земляк, выходец из селения Нижнее Казанище, Абакар Дагиров. Салам алейкум. Я тоже начну с русского языка, потом перейду на свой родной язык. Мне очень приятно бывает слышать хорошие известия о жителях своего села. Живу я, как вы знаете, наверное, многие селения, с некоторых пор приходится жить и работать в Махачкале. Когда слышишь хорошие известия, хорошие новости из родного села, сердце восполняется гордостью. Сегодня такой случай. Мне очень было приятно, радостно и видеть по интернету, как он побеждал, как он прилетел, как его родное село встречало в аэропорту и как сегодня его чествуем все мы здесь. Мне кажется, заслуга, конечно, и родителей, заслуга не менее значимая его дяди Баматхана. Насколько я знаю, этот человек, мало того, что когда он был сам молодой человек, сам занимался этим видом спорта, он сам по причине отдельных обстоятельств не пошел далеко в спорте, но он всячески поддерживает своего племянника, везде его сопровождает и всячески поддерживает. Мы дружим с этим его дядей и видим, как у него глаза загораются от того, какие турниры он побеждает, где он принимает участие. Денислам, всякие хорошие сегодня тебе пожелания сказали. Значит, быть здесь оригинальным я, наверное, не смогу. Мы все тебе желаем одного. Не останавливаться, идти вперед, побеждать и побеждать дальше. Все, что зависит от нас, от нашего джамата села, я думаю, мы все поддержим, так? Сау болыңыз, барыңызда Алла. Шуннан алыңыз үлгі, яшьларыгызны еберегез заллага. Яшьларыгыз шулай заллада тренироваться етсе, шулаганда biz авыры тең күйде бүгін Денисламга шулагада етежек. Сау болыңыз. Спасибо, Абакар. Хочу предоставить слово еще одному нашему земляку. Это экс-министр по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Агарагим Кагиргаджиев. Пожалуйста, вам слово. Салам алейкум, уважаемые мои земляки. Я действительно очень горд тем, что это тоже мое родное село. Очень горд тем, что из нашего села выходят вот такие вот олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы. Это очень все приятно. Это очень хороший пример для подрастающего поколения. Каждый раз после вот таких событий по статистике происходит всплеск развития данного вида спорта, хотя борьбу развивать в Дагестане, как бы все знаете, что это национальный вид спорта. Очень приятно, что это событие произошло в Башкортостане, в Уфе. Очень мне это приятно. Башкортостан очень подходит, скажем так, дагестанцам, особенно в части классической борьбы. Раньше, когда классическая борьба была не сильно развита в Дагестане, многие наши земляки переезжали на Урал, в частности в Башкортостан. Очень много побед есть, которые записаны и в дагестанскую историю, и башкирскую историю. Очень серьезная школа классической борьбы там есть, была. Очень это приятно вдвойне, что это мои близкие родственники. Они тоже в свое время внесли лепту в развитие классической борьбы. Что касается тебя, Денислам, естественно, все уже сказали, все тебе пожелали. Единственное, о чем мы тебя просим, ни в коем случае не останавливайся. Ты должен планку поставить так, чтобы
даже олимпийская медаль была какой-то промежуточной целью для тебя. От души поздравляю. Слава Богу. Спасибо большое. И, наконец, вот настало время, когда надо уже предоставить слово олимпийскому чемпиону по вольной борьбе, заслуженному мастеру спорта, советнику, госсекретаря Республики Дагестан Бахтияру Шахабудиновичу Ахмедову. Пожалуйста, Бахтияр. Салам алейкум. Я сегодня, Ариф Магомедович, нахожусь уже в отпуску. Да. Поэтому сегодня я не как госслужащий, а прежде всего как гражданин нашей великой страны нахожусь здесь с огромным удовольствием. И рад, что имею принадлежность к этому селу, не только самому большому по численности в Европе, а одному из самых, на мой взгляд, не только крупному селу, но и с достойными представителями. Сегодняшний наш чемпион Денислам Баматов — это показатель того, что и в спорте у нас есть представители, которые достойно представляют не только этническую группу кумыкского народа, не только дагестанский народ, а весь российский наш народ, всю нашу российскую культуру, подчеркивает нашу достойную историю и внутри Российской Федерации, и за рубежом. Поэтому я присоединяюсь ко всем поздравлениям, поздравляю нашего младшего брата, выражаю слова благодарности отцу за то, что воспитал для нашего народа такого достойного, крепкого сына, который и дальше, иншаллах, будет приносить нам победу, радовать всех нас, и кумыков, и дагестанцев, и россиян, и иностранцев, людей, которые расположены добрым сердцем, добрым, здоровым людям. А спорт — это здоровье нации, это популяризация здорового образа жизни. Поэтому это вклад не только в олимпийское движение, это вклад в правильный образ жизни прежде всего. Также хотел бы выразить слова благодарности организаторам этого мероприятия, поприветствовать и поблагодарить наших гостей, отдельно нашего олимпийского чемпиона Абсаидова Сайпулу Атавовича, нашего старшего брата. Мы по его стопам шли. Поблагодарить хочу нашего Абусалама Гадисова, нашего родного брата, друга, товарища, единомышленника, человека, который здраво смотрит на вещи и правильно старается и принимать решения, и показывать правильный пример. Выразить отдельно благодарность этим двум представителям спортивного мирового сообщества за то, что они проводят постоянные мастер-классы, поддерживают борьбу в Буйнакском районе, так как на сегодняшний день и на протяжении десятков лет у нас, к сожалению, в Буйнакском районе не было громких имен непосредственно в таком виде спорта, как вольная борьба. Поэтому вам за это слова благодарности. Также хочу поблагодарить всех, кто приехали сегодня в наше село, все села наши. А Казанич — это для некоторых из нас малая родина. Поэтому для меня, как для казаничца, это отдельно приятно, как для представителей Буйнакского района, видеть гостей в нашей земле, в нашей культуре, с нашим народом. Отдельно, что еще хотел бы сказать? Ну, мне, как спортсмену, конечно, хотелось бы большего внимания для моего подрастающего поколения от администрации, от правительства, от органов местного самоуправления. Я думаю, было бы, наверное, правильно, и наверняка не сомневаюсь, что администрация района рассмотрит и поддержит эту ситуацию. Почему бы не выделить нашим спортсменам несколько земельных участков, желательно под коммерцию, от администрации района. Сегодня спортсмен на высоте, он там с медалями, с регалиями, все мы его восхваляем, носим на руках. Завтра травма, какие-то проблемы, какие-то падения. И, к сожалению, такие спортсмены никому становятся не нужны, за исключением народа. Поэтому я предлагаю вам ответить на этот вопрос, дать свою позицию, переговорить отдельно с главой, значит, района. И почему вообще его здесь нет, тоже, наверное, не очень логично. Ну, наверное, есть какое-то на это объяснение. Как вы считаете, наши спортсмены, наверное, должны получить несколько земельных участков? Конечно, можно. Это вопрос даже не обсуждается. Он заслужил это, и он его получит. И не только, и там другие еще. Еще двое, которые грэпплингисты, как фамилия, имена? Здесь есть грэпплингисты? Есть. Нельзя их увидеть, где наши грэпплингисты? Они будут. Здесь нету их? Есть. Не подъезд. Тогда мы получаем поддержку, да? Спасибо. Вот, спасибо, Бахтияр Жумадин.
Там, если на краю трассы где-нибудь там для журналиста тоже что-нибудь такое маленькое. Если журналистов администрация забудет, я от себя внимание сделаю. Но надеюсь, что не забудете. Не, я теперь буду молить, чтобы администрация забыла. Лучше от Бахтияра было. Дорогие друзья, на этом вот наша торжественная часть еще не заканчивается. У нас впереди апогей, кульминация нашей встречи, церемония награждения наших отличившихся спортсменов. И я приглашаю сюда к микрофону чемпионов мира, новоиспеченных чемпионов мира по грэпплингу Керима Бекеева и Абакара Тетакаева. Их награждает глава муниципального образования село Нижнее Казанище Камиль Умаханов. Вот они наши чемпионы мира. Давайте поздравим их еще раз. Так держать, ребята. Несите, держите высоко спортивное знамя района и села и республики. Фотографию на память сделайте, пожалуйста. Давайте на фоне машины, вот так вот. Бахтияр Шахабудинович, Бахтияр Шахаб, чуть-чуть вот сюда, если подвинете, на фоне машины получится фотография. Друзья, мы вместе с Дениславом Баматовым поздравляли с этим успехом его наставников. К сожалению, Камиля Закаряева сегодня с нами нет, но мы знаем, что Денислав Баматов посвятил свою победу именно наставнику Камилю Закаряеву. Сегодня же мы приглашаем сюда еще одного тренера нашего чемпиона, это Вали Османов, и сына Камиля Закаряева Акрама. Мне сказали, что здесь есть его сын. Где он? Акрам. Награждение проводит глава села Нижнее Казанище Камиль Умаханов. Аяулы kardeşler, ayırıcı aytma söylеген sözüm var. Bizim aramızda bugün Kamil ağay yok, o gerçi dünyada. Özü bizim aramızda yoksa da şu an etken xeyli yaxşı işleri var. Şu günahını Allah geçsin ya Allah, Kamil ağayın biz etken işinde buna bugün görüp durabız. Buna şu üretken yaşlar neçik dünyada başka yerde, barda yerde üstünler al gelip dura, yurtumuzun atın örgü götürüp dura. Şu zat sayalgada şolay adamlarını biz bir zamana unutmazbız. Şonatına barakallah uydagilige de salımı nebaytiden yurtta hal biz her zamanda da eskerecekpiz, unutmayacakpiz. Biz Kamil ağay etken işe barakallah verip hallip suatı da algış atilep durabız. Çok sağ olunuz. Barakallah bizim atımızdan atınızga барызады. И пока ребята не отошли, я приглашаю сюда еще дядю Денислама, это Баматхана Баматова. Пожалуйста, Баматхан. Баматхан где? Ни для кого не секрет, что именно Баматхан с самого детства, вот настоящий дядя, пример того, каким должен быть дядя. Папа это папа, мама это мама, а дядя он из любого племянника сделает олимпийского чемпиона. Слово тоже предоставим Баматхану. Ассаламу алейкум. Баракалла барыңызға да жүлей мені пленердің қатер іштіткенге, я Алла, яқшы күліңізге қайтара, көп сау болыңыз, Алла разы болсын сізге. И, наконец, наступило время награждения самого именинника. Мы приглашаем Денислама Баматова. И глава селения Нижнее Казанище Камиль Умаханов вручает ему приз от всего села Нижнее Казанище, от всего джамаата. Это автомобиль, ключи от автомобиля Лада Веста. Езди на здоровье, Денислам. «060» номера. Весовая категория.
Так как Денислам выиграл в весовой категории 60 килограмм, мы ему дарим еще номер машины 060. А это хуй что означает? Дай Аллах, чтобы на этой машине Денислам ездил только за золотыми медалями. И слово, наверное, будет справедливо, если мы сейчас предоставим слово самому Денисламу. Денислам, пожалуйста. Ассаламу алейкум, жамаат. Баракалламны билдирмесемен, барыгызга да ушундай келген саялы, ушулай поддержка эткен саялы. Көп сау болуңуз, көп баракалла барыгызга да. Дагы да Аллах буйрса, дагы да улуу үстүнлүгү чыгачакпыз, Аллах буйрса. Көп сау болуңуз, баракалла. Ари, ловим на слове. Спасибо всем, кто приехал поздравить меня. Спасибо большое всем. Постараюсь стать олимпийским чемпионом. Кто пришел на сегодняшнее наше праздничное мероприятие, я надеюсь, что таких поводов для таких праздников жители и спортсмены селения Нижней Казанищи будет еще подавать очень много. Спасибо вам большое. На этом наша торжественная часть завершается. До новых встреч, до новых побед! Давай. Давай, biraz. Давай. Tokta. Ha. Tamam. Oturma kadar. Toplayın şöyle. Çağırız. Абай sen de. Еще раз. Общее. Сюда внимание. Где у нас отец? Накатиться, да, камера. Где-то он.